Хәерле кич, бик яхшы җыелдык. Без барыбыз да китәбез Казанга, ВКТ, Всемирный конгресс татар. Шуңар инде без якшәмбене күчердек. Бүген безнең бик кызык, бик шундый иштәлекле спикер Рашид абый сезгә. Исхаков, менә шуңар бөтен сораулар бирегез, татар тел турында, ислам турында, үзе сөйләр ул. Поприветствуем. Меня зовут Рашид Исхаков, я общественный деятель, преподаватель. Кто знает инициативу МРОМ, да, в Сокольниках, где джума проходит, курсы проходят. Я вот тоже там, в члене совете директоров, я занимаюсь как раз там образовательным проектом. Вот у нас Висам Бардвиль, имам, Артур Ахмеджанов, Ильдар Шарипов из телевидения, да, они находятся в нашей команде. Чем я занимаюсь вот в инициативе, я тестирую старшеклассников, начиная примерно там, с 7-8 класса, на предмет, то, что это обычно называют профориентации. На самом деле это у меня немножко шире, я не просто профориентация, да, а вообще жизненная ориентация, да, некую вот дорожную карту на всю жизнь, да, кем быть, как закончить школу, после окончания школы куда поступать, почему именно туда поступать. Поэтому тестирую, условно говоря, какой у человека навыки, кто он там, у него математический склад ума или гуманитарный склад ума, он сова или жаворонок там, и так далее, и так далее. Какие ему Всевышний дает таланты, каждый человек талантлив. Просто кто-то знает про свой талант, да, а кто-то не знает про свой талант. То есть талант или закопан, да, то есть его надо раскрыть. В некоторых школах там учителя могут раскрыть это таланты, да, не могут раскрыть. Бывает, родители раскрывают таланты. Бывает, что родители не замечают своих талантов. Или, условно говоря, ребенок посылает сигналы, вот я талантлив в этом, а родители говорят, нет, будешь зубным врачом. Иди туда, иди сюда. И так далее. Поэтому я общаюсь с молодежью, знаю как бы, вызовы, которые перед молодежью, знаю, условно говоря, рынок труда, который сейчас есть в России, понимая перспективы, каким будет рынок труда там, через 5 лет, через 10 лет, поэтому я как бы вот направляю молодежь туда. И вот, скажем так, занимаясь так с молодежью, я вот что заметил. Я просто сравниваю всегда, скажем, вот ваше поколение, условно говоря, вы, наверное, поколение примерно 2000 года, вокруг этого года рождения, да? Вот я, например, там 1964 года рождения, да, есть еще поколение 1980 года рождения, да, вот, условно говоря, есть поколение 20-летних, 40-летних, 60-летних. Чтобы вы понимали, поколения разные не просто возрастом, да, а поколения разной ментальностью. У каждого у вас есть родители, и вы все прекрасно понимаете, с чем вы имеете дело, да, что иногда вы родителям пытаетесь что-то сказать, они вас не понимают, а с другой стороны родители вам тоже пытаются что-то сказать, и исходя из своего опыта, они хотят вам лучшее, да, то есть они уже там в своей жизни обожглись, и поэтому они вас хотят направить, то есть, условно говоря, те ошибки, которые они совершили, они хотят избавить вас от этих ошибок, чтобы вас уже направить. Вот, условно говоря, там в кулуарах я разговаривал с девушками, они обе хотят, обе учатся в медицинском. Я говорю, почему вы учитесь в медицинском? Моя мама врач. А ты почему? А потому что мой папа врач, да? То есть вот мама врач, папа врач, поэтому я тоже врач. Почему? Потому что родители, условно говоря, они понимают, что такое быть врачом, они, условно говоря, понимают, какую зарплату они получают, как работают, с какими условиями труда сталкиваются, и, соответственно, они этого же примерно и хотят своим детям. А то, что ребенок, например, художник или музыкант. Ну, у нас у татар как? Ну, это же не та профессия, которая тебе приносит деньги. Как можно зарабатывать художником или музыкантом, да? Другое дело, но ты же не Алсу, или ты же там, я просто не знаю, там, современную татарскую эстраду, если бы там я знал бы, да, я перечислил бы вам имена. Ты же не такая, или ты же не такой, вот, куда ты лезешь? Или, скажем так, что у нас там из хоккеистов, из футболистов, Акбарс, да, там и так далее. Но ты же не такой-то, такой-то, да, чтобы тебе до него дорасти. Ну, что вы понимали, чтобы стать выдающимся хоккеистом, в детскую спортивную школу приходят 1000 детей, из этих 1000 детей остаются 100, из этих 100 выбиваются более-менее нормальные, 10, из этих 10 только один будет там выдающий спортсмен. То есть коэффициент выхода, да, 1000 к 1. А условно говоря, врача, ну, практически все, кто 100% поступили на медицинский, они 100% работают врачами. Плюс, минус, нравится, не нравится, да, ну, работают врачами.
И тут ну, всегда в жизни возникает дилемма. Идти туда, куда тебе говорят родители, но это не лежит на твоем сердце. Или попробовать идти своим путем. И тут нужно, ну, всегда, ну, особенно молодым людям, девушкам, ребятам, нужно проявить некий характер, а как, вот, понятно, да, что родители, условно говоря, по первости будут против. А родители будут постоянно намекать на то, что вот исторические факты какие-то приводить, да, вот это, смотри, там неудачник был, вот он, да, этот вот был такой, этот был такой. Очень трудно этому противостоять. Я хотел вас спросить, согласны с моей точки зрения или нет, что такое сегодняшняя молодежь? И в отличие от 40-летних и 60-летних. Я просто что вижу, в отличие от нас, это более прагматичные люди, более прагматичные. У вас больше есть возможность уже там с 16-17 лет зарабатывать себе на жизнь, потому что, условно говоря, интернет, мобильный телефон, да, позволяет сейчас различные там гаджеты, различные, да, приложения позволяют уже там с 15-16 лет зарабатывать на жизнь. Да. В нашем возрасте это было невозможно. Более независимые, более критически мыслящие, в отличие от их родителей старшего поколения. Люди, это вы с детства воспитывались на гаджетах, на интернете, на мобильных телефонах, на планшетах. Соответственно, у вас есть несколько источников информации, и вы не верите никогда одному источнику. Вы не верите поэтому ни телевизору, ни газетам. Поэтому постоянно или почти постоянные дискуссии, споры с родителями, которые, условно говоря, из советского времени, воспитывались на советских газетах, телевизионных программах передачи «Время», у которых было сформировано только один взгляд на эти вещи. Я сейчас не комментирую, эти взгляды хорошие или плохие, но они только одни. Только так и никак иначе. У вас более широкие интернет, и более широкие возможности, более широкое. С одной стороны, скажем так, ваши положительные стороны, отрицательные стороны. Да? Мое поколение, вот, не даст мне соврать, было более, ну, условно говоря, мы были более голодными. Голодными не в плане еды, а мы были более голодными, чтобы устроиться в жизни. А мы более были амбициозные, голодные, наглые, в хорошем смысле этого слова, да, и более дерзкие, что ли. Да? То есть, условно говоря, я из многодетной семьи, да, я понимал, что, ну, условно говоря, мои мама, папа были рабочими. Да? Я не хотел быть рабочим. Я понимал, что я должен был закончить институт, получить хорошее образование, чтобы, ну, хотел по-другому выстроить свою собственную жизнь. Мои родители мне ничем в этом не могли помочь, абсолютно. И мне самому приходилось, даже не доказывая им, а просто самому приходилось выстраивать свою дорожную карту. Во-вторых, из моего окружения родственников не было никого с высшим образованием, которые могли бы мне что-либо подсказать. То есть я сам был творец своего счастья, что называется made self, да, сегодняшний, да, человек, сделавший самого себя. И таких, ну, достаточно много вот в моем окружении. Ваше, вот, скажем, поколение, из-за того, что ваши родители уже там, в большинстве, да, с высшим образованием, уже состоявшиеся, и они вам подсказывают некоторые готовые нарративы, некоторые готовые приемы, которые они уже, да, условно говоря, они выстраивают за вас вашу жизнь в некотором роде. Да? И у вас, как мне кажется, вы мне скажете, да, я прав или нет, мне кажется, вам сложнее быть более наглым, быть более креативным, быть более дерзким и быстрее, или, скажем так, активнее отстаивать свою точку зрения. Вот, замотивированным. Да. Согласны со мной или нет? Или чуть-чуть давайте, нет, есть какие-то мысли? Наоборот, и позволяет это то, что постоянно ты зажат был, потом, когда от родителей отщипаешься, ты прям такой прям... То есть именно когда отщипаешься от родителей, да, тогда ты у тебя... начинаешь крылья расправлять свои, и начинаешь прям вот... А особенно переехал в другой город, прям резко, да? Шигана, Ну да, ты один в городе, тебя никакой помощи нет. И ты вынужден крутиться. Крутиться, ага. То есть вынужденность крутиться заставляет... Нет, скорее всего, нужда работать, нужда выживать. Заставляет крутиться. Да, в этом большом городе. А если, допустим, город поменьше, который, ну, миллионник, там как-то попроще. Вот те, которые приехали в Москву, у вас какие мысли? Вот мне просто хотелось услышать вашу точку зрения. Условно говоря, нельзя назвать ваше поколение более осторожным. Наоборот, дров можно наломать. Да? Наоборот, надо наломать дров. Машаллах, машаллах. Про ЕГЭ.
Вот есть понимание у вас, что ЕГЭ это не столько про образование, про учебу, а сколько про технологию поступления? Есть, да? То есть вы понимаете, что это не про знание, а про технологию, да? Сколько, то есть главное набрать балл. Да. Отлично. То есть понимание этого есть? Да. Машалла. Если знаний нет, и баллов нет. А? Если знаний нет, и баллов. А вот есть прямая корреляция между знаниями и баллами? Очевидно, есть. Очевидно или косвенная? Косвенная. Есть понятие удачи, случая. Да. В основном ЕГЭ это на самом деле. Вот это понимание есть, что это удача, случай, да? Ага. Машалла. Ну, это радует меня. То есть вот такое критическое мышление. Я поэтому, условно говоря, первую часть немножко заканчиваю. Вот как бы я что хочу сказать, ребята. Не бойтесь делать ошибок. Вот совсем не бойтесь делать ошибок. Не бойтесь, условно говоря, вот куда-то поступили по рекомендации родителей, там, например, условно, на медицинский, я просто условно говорю, да, и вы год-два проучились и поняли, это не ваше. Бросайте. Потому что вы понимаете, что такое, да, медицинский, это 6 лет институт, ординатура, в общем, 6, 3, 2, это 11 лет обучения. Да? Условно говоря, вот вы чувствуете скальпель в руках, это не ваш инструмент, бросайте, да, вы что-то нашли, это не бойтесь, да, потому что сейчас, условно говоря, ну, намного проще, легче, да, что-то другое найти, бросить, и даже вначале лучше бросить, чем вот так. Это первое. То есть, вот не бойтесь делать ошибок. Я по своей жизни, ну, много делал ошибок, много менял профессии, специальности, много где ездил, много где жил, в том числе за границей жил. Вот так глядя на свои 59 лет, я вот не сожалею о том, что я совершал ошибки, что жизнь меня била и так далее. Вот, родители нас пытаются от этих ошибок немножко уберечь. Условно говоря, зачем тебе там получать шишки, когда там мы за тебя эти шишки уже получили. Вот если вы сейчас шишек не получите, вы будете шишки получать в 40-50 лет. Вот эта мысль о том, что учатся на чужих ошибках, как правило, не работает. Но все равно учишься на своих собственных. Они лучше тебя как бы воспитывают и лучше тебя подтягивают. Это, наверное, первая часть, о чем я хотел сказать. Вот такое некое пожелание не бояться. Вот вообще вот не бояться, да, вот идти по жизни абсолютно не бояться, да, там, родители будут ругать, там, вот зачем ты улем, козем, не я, блайшай, дэнг, там, и так далее. Ну, все это нормально. Не бойтесь, да, то есть, а потом они будут вами гордиться, когда вы, условно говоря, бросив медицинский, там, стали выдающимся художником, композитором или музыкантом, да, или там программистом, условно говоря. Они потом вами будут гордиться. А вначале они будут, у них там кошки скребсти, понятно, да, они же всегда правы. Вот не бойтесь этого делать. Вот вы говорите то, что не бояться, то, что нужно набивать шишки, я с вами полностью согласен. Родители, наоборот, как раз таки оберегали, чтобы вот так не делай. А ты вот пока не ошибешься, ты не поймешь, как правильно выходить из той или иной ситуации. Родители, наоборот, получается, оберегают, говорят, что вот так вот делай, вот так вот, мы вот ошиблись. А пока ты должен прочувствовать это внутри, для того, чтобы потом правильно выйти из этого. А когда ты пойдешь в такую ситуацию в 35 лет, и ты просто встанешь и не сможешь. Да. Будет тяжело. Следующее, что хочу, следующий посыл, следующее пожелание. Пытайтесь как можно больше с разными людьми контактировать, именно из разных сфер, из разных профессий, из разных возрастов, и побольше общайтесь с людьми. Почему? Потому что интернет интернетом, социальные сети, а вы всегда будете, в живой беседе, вы всегда будете знать человека и будете, условно говоря, я всегда старшеклассникам говорю, попробуй себя в этой профессии, или туда и сюда. Вот позавчера у меня один родственник, это он кто мне получается, двоюродный племянник в 9 классе. Я с ним так тоже немножко общался, я говорю, кем хочешь быть? Он говорит, полицейским. Я говорю, так, понятно. Серьезно полицейским хочешь быть? Он говорит, серьезно хочу быть полицейским. Реально? Он говорит, реально. Почему мама так хочет? Ага. Как оказалось, да, рядом с его школой находится некая полицейская академия или училище, гимназия, не знаю, как называется. Эта гимназия, академия, в их школе сделали, условно говоря, такие курсы или класс какой-то, да, кружок, где условно навыки. Я ему не стал не убеждать, не переубеждать. Я договорился с одним полицейским и своим участком. И говорю, я хочу, тебе привезти племянника, посади его за решеточку на часок. И пусть он прочувствует, что такое профессия полицейского. А я просто его знаю. Он очень такой спокойный, тихий, и он интеллектуал. Какой из него полицейский?
Вот. Из него хороший доктор наук. Вот. Там часа не надо было, да? 15 минут он там посидел, он увидел весь этот антураж, он услышал речь какая там, да, в полицейском участке, да, он все это оценил, оттуда вышел, все, говорит, Рашид Абы, я все понял. Больше он там не появлялся, да? Вот, условно говоря, ну, такой же пример есть, это вот был принц Чарльз, сейчас он король, Карл, в Британии, у него 2 сына, знаете, да? И когда его сыновьям было там 10-12 лет, в этом подростковом возрасте уже примерно начинаются попытки там, начать курить, да, а в Британии, там, на Западе уже, и у нас то же самое, уже начинаются попытки там, попробовать что-нибудь из наркотиков. Принц Чарльз ничего не стал, не переубеждать своих сыновей, там, не внушать, там, не лекции читать, он просто их взял и привез в наркологический диспансер. Диспансер обычно стоит из нескольких этажей. Условно говоря, на первом этаже больные первой стадии, на второй стадии, третьей и четвертой стадии. Четвертая стадия самая неизлечимая. Это примерно такая стадия, когда раны уже не заживают, они просто гниют, и в палате, где они находятся, такой стоит запах, да? Ну, не знаю, в общественном туалете такого запаха нет, да, потому что вот это, понимаете, все эти гнойные процессы тогда. Он просто договорился с наркологом, взял своих 2 детей, в эту палату посадил, дверь закрыл. Этого хватило на 10 минут, все. Они просто вот и про наркотики, и про курение забыли на всю свою оставшуюся жизнь, да? Не надо больше им ничего не говорить, ни лекции, ничего. Угу. Ну так принц Гарри же потом гулял скандально. Да. Но все равно после этого. Да, ну это одно дело гулял, а другое дело наркотики и курево. Ну и курил. Курил, да, после этого? Там больше скандальные Серьезно? фотографии. Я вот это не знал. Понравилось мне. Может быть, да. Может быть, его второй раз надо было в такую же штуку, да? Я просто что хочу сказать, да? Я просто вот, ну, иногда не надо, ну, много слов каких-то говорить, да? Достаточно просто поместить в среду некую, да, чтобы ребенок очутился в этой среде или взрослый очутился в среде, и он сразу все понял, и это перестал. Вот, наверное, это первая часть. А вторая, наверное, вот, так как мы находимся в штабе татар, и, скажем, там, национальная тема, языковая тема, тема татарской идентичности, национальности, кто-то говорит про татарскую нацию, кто-то говорит там про татарский народ и так далее. Она такая актуальная, трепещущая, постоянно там в различных чатах, ботах, я постоянно сталкиваюсь с темами, а кто мы, татары или булгары, а почему есть татары, есть башкиры, а кто лучше, а кто хуже, а кто смелее, а кто слабее, у кого корона есть, а у кого только золотая медаль, и так далее, да, кто важнее, кто мудрее, кто, у кого шерсть ширше, да, у кого это больше. Вот хотелось бы, наверное, что рассказать. Я просто, ну, отучившись вот на политических науках, у меня был полгода целый кафедры, я взял специально такой предмет, как национализм. Именно национальность и национализм с точки зрения, понимаете, да, условно говоря, национализм – это отрицательное явление, а национальность или национальная приверженность своей нации – это положительное явление. Да? Под национализмом мы понимаем, что моя нация лучше, чем другие, я более лучше, выше, ширше, грамотнее. Остальные все находятся на ниже меня уровне. Да? Вот это основная идеология национализма. А есть, условно говоря, или нам так говорят, что есть некие положительные моменты, если мы отстаиваем свою татарскую идентичность. Поэтому хочу пару-тройку слов рассказать, какая разница между понятием татарский народ, татарская национальность и татарская нация. Что такое нация? Давайте с конца начнем. Что такое нация? Нация – это политический термин. Нация жестко привязана к понятию государства. То есть нация есть только там, где есть государство. Нация – это искусственный конструкт, который начал создаваться после 1642 года, Вестфальский мир. До этого в территории Европы и России национальных государств не было, то есть не было Франции как французского национального государства, да? То есть не было Италии как государства, да? Не было России как именно Россия, да? А это было Московское царство. И в основном все национальные государства
в основе которой стоит нация, это 19 век. Вот, скажем так, Италия или итальянцы как нация, да, они образовались в 1880, если мне не изменяет память, в 81 году, когда образовалось итальянское королевство. Вот до этого, скажем, с нулевого века, да, до 1881 года итальянцы не были итальянцами. Как мы их называли? Римляне. Римляне, генуэзцы, венецианцы. Вот кто торговал с Османской империей в 16 веке? Венецианцы, генуэзцы, да? То есть они себя называли венецианец. Я житель Венеции. Я генуэзец. Я житель Генуи. Поэтому, кто такие булгары? Это жители Булгара. Да? Поэтому спор о том, условно говоря, булгары мы или татары мы, бессмысленный. Да. То есть, условно говоря, я булгар, ну, наверное, ну, я нет, да, потому что я не жил в 922 году, когда на территории булгарского государства официально приняли ислам. Да. Я в это время не жил. Булгар ли я? Не знаю. Но я татарин, почему? Потому что я говорю на татарском языке. Вот нация, да, понятие нация, она жестко привязана к государству. И это, чтобы вы понимали, искусственный конструкт, который, вот, как, условно говоря, вот Франция, да, вот немцы, например, да, Германия как государство появилась только при Вильгельме, это только 19 век. На территории Германии до этого было более 100 различных княжеств. Они себя называли там магдебургцами, берлинцами, гамбургцами там, и так далее, и так далее. Поэтому, условно говоря, у нас есть понятие татарская нация или нет. У нас есть татарское государство. У нас есть государственное, ну, условно говоря, государственное образование в виде Татарстана. А вот татары, которые живут в Татарстане, они являются вот татарской нацией? Вопрос, да? Чтобы, условно говоря, вот в этом понятии татарской нации, когда она стала формироваться, я считаю, это примерно 1905-1917 год, это самый золотой век, когда после Октябрьского манифеста 1905 года Николай II разрешил свободу слова, свободу печати, и тогда массово начали появляться татарские газеты и журналы. Вот за это время появилось около более 100 наименований газет и журналов. Ну, многие знают, да, Шура, Йылдыз, Ульфек, что там у нас еще есть, там детский, что-то такое. В общем, более 100 наименований. То есть печать сформировала татарский язык, да, книги сформировали татарский язык, и стала сформироваться татарская нация. Что такое татарская национальность? Да? Это то, что вот пишется в нашем паспорте, то, что ты кто по национальности, да? Я татарин. Это сродни понятию народ, это то, на каком языке мы говорим. Вот, условно говоря, вот спросите меня, вот ты татарин, я татарин. Я татарин. А в чем моя татарскость? В чем я ощущаю себя татарином? Первое, я говорю на татарском языке. Мои родители татары. Я родился уже в Москве, но родители родились на, условно говоря, татарской земле, Нижегородской губернии, где они примерно там с 15 века. Да? Моя история моей семьи, фотографии, вот это является понятием моей татарскости. Вот есть такой шикарный автор, Бенедикт Андерсон, он в свое время написал шикарную книгу, называется «Воображаемое сообщество». То есть под воображаемым сообществом понимал именно нацию, да? То есть нация это воображаемая штука, да? То есть это мы сами себе воображаем. Так вот, Бенедикт Андерсон сказал, что нация состоит из 3 вещей. Перепись, карта и музей. То есть перепись – количество людей, карта – территория, на которой они проживают, и музей. То есть это память историческая. Да? Вот, я татарин больше из-за того, что говорю на татарском языке, да, и у меня память о моем татарском народе, о моей татарской истории, о семье, фотографии, там вот Эбилер, Балвайлар, Китаплар, да, вот это вот и моя татарскость. Вот, наверное, пожалуй, так вкратце, что я хотел сказать про татарскую нацию, национальность, народ, язык. Я могу как бы говорить, что, условно говоря, про татарский язык в каком смысле? Мне, я бы чтобы, да, условно говоря, сейчас очень много говорят такую вещь, как надо сохранять свой татарский язык. Мне не нравится глагол «сохранять». Сохранять, можно сказать так, я сохраняю капитал, да, я сохраняю деньги. Вот у меня есть 1 000 000, да, мне надо его сохранить. А что значит сохранять язык? Условно говоря, вот это язык, я его сохраняю.
Не, язык это то, если мы говорим на языке, да, вот он тогда и развивается язык, да. То есть вот это глагол «мы сохраняем язык», он, ну, имеет, с моей точки зрения, да, потому что я много вот занимаюсь словесностью, языком, что каждое слово значит. Мне кажется, оно именно вот ментально нас немножко уводит в другую сторону, да. То есть сохранять это значит закупорить, и чтобы, не, во-первых, чтобы туда ничего не попало, и чтобы оттуда ничего не вышло. Вот что такое сохранить, да. Язык надо учить, говорить, распространять, популяризировать, да, а сохранять, ну, мне кажется, это плохим словом. Первое, что хотел сказать про татарский язык. Второе, ну, я бы провел бы некоторую реформу татарского языка, да, потому что, ну, условно говоря, исламская терминология, которая, условно, в татарском языке, особенно вот на территории Татарстана, она немножко, ну, те, кто знает ислам, кто знает арабский язык, она немножко странная, да. Ассаляму галейкум, джумга. Я понимаю, откуда появилась эта буква Г, да, чтобы в арабском есть такая звук айн, да, язык айн. Чтобы отличить айн от а, для этого ставят Г. Но оно же это Г произносится, а есть слова, где это Г, если слово, которое начинается на айн, произнести как через Г, меняется совсем смысл слова, да. Ад и гад, условно говоря, по-русски, да. Слово ад и слово гад. По-русски, да, чтобы это совсем разные слова. Вот в татарском языке то же самое происходит, да. Я бы вместо, то есть идея была такая: поставить некий значок, чтобы отличить букву А или звук А от звука Айн. Вот. Я бы лучше бы апостроф бы ставил, да, там вот джум, апостроф сверху или запятая такая А, да, вот так бы лучше делал. Или, скажем, в русском языке, как эта форма сделана, да, она в виде твердого знака или мягкого знака. Сама буква не произносится, звука нет, но она отличается, да, там, например, подъем, джум, а, и так далее. Я бы в этом смысле сделал некоторую вот реформу татарского языка. Второе... Извините, а я правильно понимаю, вот именно поэтому произношение имен Абдулла и Габдулла, да? Это именно Гайдар, да. Айдар. Вот муфти Равиль Гайнуддин. Гайнуддин, Айнуддин. Он Айнуддин. Да, то есть буква Г, она не произносится. Не должна была Просто произноситься. есть места, да, но в Татарстане это сильно произносится. Да. У нижегородских татар она, как правило, не произносится. Не произносится, да. Да. И поэтому похожие имена звучат по-разному. Да. Правильно понимаю? Абсолютно. Просто этот вот префикс, вот Г, да, надо убрать просто. Да, его Для надо того, заменить чтобы другим не было звуком, вот чтобы не было вот этой звука, путаницы. да, чтобы звук Г не произносился. И так далее, так далее. То есть некоторые потом была, условно говоря, советизация татарского языка, да, то есть замещение слов из другого языка, из русского языка. Это я бы тоже некоторые слова там, ну и так далее. То есть по поводу там, письменности, это вопрос не ко мне, это там пускай высокие чиновники решают. Вот что касается языка. Следующее еще, что хотел бы сказать про язык, поэтому вот, почему я против слова там сохранить. Вот условно говоря, может ли кто-нибудь что-нибудь процитировать на татарском языке, например, из стихотворения какое-нибудь? Например, Тукаев. Кто-нибудь может что-нибудь процитировать? Кроме вот Мин-Татар-Теле, да. Кто-нибудь может что-нибудь? Хотя бы 2-3 строчки. Кроме вот про Тель. Стихотворение. Вот кто-то может? Шурале начало помнит, кто-нибудь как начинается? Браулда, Карлайделя, да? Так, вот, ну, сохранение, ну, вот опять же, сохранение языка, да? Распространение языка начинается с цитирования языка, да? Условно говоря, мы Пушкина же легко можем цитировать, да? Я памятник подвиг себе не и так далее. А почему мы также не цитируем своих татарских классиков? Не знаем просто. Почему? Ну, я москвич, я родился Я в москвич. Москве. Это в дело в московской том, школе. что татарская литература не преподается. Не преподается. Во многих казанских школах не преподается сейчас. Да, не на то, что том в уровне, Казани, в который Москве, точнее, в Москве не преподается, поэтому мне неоткуда было, например, в свое время черпать татарскую литературу. У Даже меня сейчас родители Казани москвичи, тоже рожденные в Москве, я рожденный в Москве, и я татарский вообще узнал только уже будучи школьником, уже довольно-таки таким свершившимся школьником, уже в старших классах. Я начал осознавать свою нерусскость, свою татарскость. И тогда именно я понял, что я отличаюсь от всех остальных
И тогда именно мне стало интересно. Если раньше я не знал татарского языка, в целом не знал, знал только от Абиди с Бабаем, там, которые со мной общались, то потом мне стало это интересно, и я начал узнавать, я начал пытаться разговаривать с ними. И мне стало это интересно. И только потом я начал уже интересоваться сквозь песни, татарские песни. И потом я уже начал читать какую-то татарскую литературу, пытаться ее прочитать. У меня, я не знал даже простого алфавита татарского. То есть для меня вот это все, для меня это было, что это такое вообще? Конечно, знания Да, я не, ну потому что я родился в обычной в московской среде, со всеми, ну как обычный. Вам бы вопрос тогда. А что будете делать с своими детьми в плане татарского языка? У меня сложный вопрос, интересный вопрос. Я хотел бы, у меня есть у детей алифба, я купил, но дальше этого не дошло. Да, а так, ну как, на самом деле через татарскость у меня дети очень, во-первых, считают себя татарами. Тимур, Карим, у меня 2 сына. То есть их татарская идентичность по татарским именам. Один из элементов. Но это было начало для того, чтобы Положено. они, да, для того, чтобы они в дальнейшем осознавали свою идентичность татарскую. Для того, чтобы они понимали, что мы другие, нежели там, окружающая среда. И дальше, ну, конечно, у меня там теща разговаривает с ними по-татарски, они понимают по-татарски, но дальше есть определенный барьер, когда ты понимаешь по-татарски, но ты не разговариваешь по-татарски. И вот стеснение определенное происходит, когда вот надо себя перебороть, чтобы начать разговаривать по-татарски, потому что боятся, я вижу по детям, то, что они боятся начать разговаривать по-татарски. А вы дома разговариваете с ними по-татарски? Да, но не всегда. Ваш разговор, ваш татарский разговорный? Нет, ну или литературный? Разговор. Ну, во-первых, литературный я не знаю. Я, во-первых, я нижегородский татарин, у меня сильно отличается диалект от литературного. Я знаю. Я не про диалект, а про композицию слов. Я знаю, про простой татарский язык, поддержать Условно разговор, говоря, я знаю. простой язык. Кашек, пычак, Да. чай. А вот литература, да, уже как бы более такие, можно, интеллектуальные вещи Конечно, разговаривать. я не знаю. Я татарский язык узнаю через песни даже. Я, допустим, бывает песни слушаю в присутствии супруги, в присутствии тещи, которые носители татарского языка. И я у них спрашиваю, а что это слово значит? А что это слово значит? И вот они тогда, и так я постигаю какие-то знания татарского языка. Но иначе я не могу постичь, потому что не читать, чтобы читать литературу, надо сильно понимать татарский язык. А я его сильно, ну скажем так, я его очень коротко понимаю на простом кухонном языке. Понятно. Вот у меня просто совет, да? И развитие его, особенно вот мне дети, сложно там, развивать. начиная примерно с 5-6 лет, пусть они учат четверостишие на татарском языке. Начиная от Шурале. У Тукая много есть из то, что написано для детей. А когда они уже будут подрастать, а можно уже будет более такие какие-то вещи. Вот цитирование текста, это говорит о том человеке в голове, он мыслит как, да, на таком языке или на таком языке. Скажем, вот другой пример, я про литературу, а вот скажем из богословских, да, или татары были великими богословами, да, это начало 20 века. Вот Резеддин, одна из книг, что такое терби але бала, что такое воспитанный ребенок, и золото, и серебра лучше воспитанный ребенок, например, да. Но это же вот, условно говоря, зная эту фразу, ты начинаешь понимать, это для родителей же важно, да, то есть вот у тебя в голове вот эта фраза, и ты начинаешь понимать, какие приоритеты у тебя, да. Я просто такой пример. Вот просто мой совет, если вы хотите сохранять татарский язык, больше говорите на языке и больше знайте наизусть. Именно вот эта вот практика, знать цитаты наизусть и уметь их использовать, да, она очень, во-первых, это развитие ума, это хорошая защита от Альцгеймера, и это очень хорошее, как можно развивать татарский язык. Yaşlar karasın,
bağışlar erdigen canıma. Dinlesin. Tiksine özlümün, tiksine yuksunam, bedinle yurasam işlerimin. Tiksine özlümün, tiksine yuksunam, bedinle yurasam işlerimin. Koylarda girmedim, sinnatif görmedim, gözler altındaki işlerim. Koylarda girmedim, sinnatif görmedim, gözler altındaki işlerim. Uftanıma gömürler, yaz günü